Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. Жители Башкортостана обвиняют в смертельном ДТП. В Кармаскалинском районе машина на скорости 200 км в час врезала в столб. 74 нарушителя задержали сотрудники полиции в рамках рейда на трассе М5. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане в результате ДТП погиб человек. По информации Республиканской госавтоинспекции, авария произошла в 9 часу вечера 22 июля в Уфимском районе на 1489 километре автодороги М5 «Урал», близ поворотов Шакшу. 47-летний житель Челябинской области, управляя грузовиком «Скания», предположительно совершил столкновение с попутным Audi Q5, который остановился для левого поворота. От удара легковой автомобиль отбросил на встречный микроавтобус «Саньонг». В аварии 48-летний водитель микроавтобуса, житель Челябинской области, скончался в карете скорой медицинской помощи. Его 58-летний пассажир госпитализирован. Также с травмами доставлена в больницу 28-летняя уфимка, пассажирка Ауди. Водитель из Башкортостана обвиняет в том, что он стал виновником смертельного ДТП. Семья с маленьким ребенком, ехавшая отдохнуть на юг, попала в крупную аварию на трассе Волгоградской области. Пятилетняя девочка в один миг осталась сиротой. Как сообщает издание v1.ru, трагедия произошла на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Автомобиль Kia Sportage вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Лобовому столкновению предшествовал рискованный маневр водителя Toyota, за рулем которого находился житель Башкирии. Мужчина перестроился в бок легковушки, после чего Kia выехала под встречный автобус. По информации издания, очевидцы устроили погоню за виновником аварии. Лишь спустя 10 километров водителю удалось остановить и вернуть на место аварии. Мужчина свою вину отрицает и утверждает, что удара не было. В результате ДТП погибла семейная пара из Пермского края. 29-летняя девушка и ее муж. Их малолетняя дочь с травмами попала в больницу. Данное транспортное средство, движущееся по правой полосе разгона и, включив левый указатель поворот, начинает перестраиваться на соседнюю полосу. При этом должен уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся в попутном направлении, без изменения траектории движения. Как мы видим на данном видео, водитель начинает перестраиваться, при этом создает помеху движущемуся транспортному средству слева, которое не изменяет направление движения, тем самым создает ему угрозу и препятствие на его полосе. В результате чего водитель во избежание с ним столкновения выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством. В результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие. В Октябрьском нетрезвый водитель без прав попал в ДТП с пострадавшими. Авария произошла ночью 24 июля на улице Островского. По предварительным данным, 31-летний местный житель за рулем «Лада Нива» совершил столкновение с попутным Nissan Qashqai под управлением 38-летнего жителя Туймазинского района. В результате аварии оба водителя получили травмы. Известно, что водитель отечественного автомобиля уже был повторно лишен водительских прав и привлекался по 264 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на это, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии. В Башкирии 4 молодых парней попали в реанимацию в результате крупного ДТП. Утром 27 июля в Кармаскалинском районе на улице Парковая села Кармаскалы 20-летний местный житель за рулем «Лады» 14 модели допустил съезд в кювет с последующим наездом на железобетонную электроопору. От удара столб разрушился, а машину буквально разорвало на две части. В результате аварии водитель и трое его пассажиров, молодые люди этого же возраста, получили травмы. По словам свидетелей случившегося, все молодые люди, находившиеся в машине, были в состоянии алкогольного опьянения. Спидометр застыл на отметке в 200 км в час. Отмечу, что вечером того же дня в Салавате произошло подобное ДТП. 21-летний водитель за рулем «Лады Калины» съехал на обочину на улицу Уфимской и наехал на рекламную опору. В результате 22-летний пассажир скончался в больнице. Сам водитель и еще один 21-летний пассажир получили травмы. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан, водитель был лишен прав еще в прошлом году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
В Уфе на проспекте Октября в минувшую субботу произошло столкновение 6 автомашин. По предварительным данным, водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной Land Rover Discovery, двигаясь в сторону южного проезда, допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомашинами Nissan Qashqai, Lada 15 модели и Hyundai Solaris. От удара автомашина Hyundai выехала на полосу встречного движения, а также Land Rover, который столкнулся еще с одной автомашиной Nissan Qashqai, после чего она допустила наезд на стоящую автомашину КАМАЗ. Каретой скорой медицинской помощи водитель Land Rover доставлен в больницу. В Уфе Харли Дэвидсон столкнулся с микроавтобусом. Байкер скончался. ДТП произошло вечером в минувший четверг на пересечении улиц Седова и Сельская Богородская. По информации Республиканской госавтоинспекции, маршрутный микроавтобус «Фиат» столкнулся с мотоциклом Харли Дэвидсон. Водитель двухколесного транспорта скончался от полученных травм. По свидетельствам очевидцев, автобус поворачивал налево в сторону улицы Сельская Богородская, а мотоцикл ехал в сторону Паруса. Быстро ускорился и врезался в автобус. Еще одно аналогичное ДТП произошло в минувший вторник в центре Уфы. Столкнулись ВАЗовская «семерка» и мотоцикл «Ямаха». Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. По предварительным данным, 63-летний житель Уфимского района за рулем ВАЗа поворачивал с улицы Цирюпа на улицу Достоевского. Мотоциклист двигался по встречной полосе. Стоит отметить, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Стоимость ОСАГО – очень важный вопрос, настолько же, насколько и непонятный. На стоимость полиса напрямую влияет коэффициент бонус-малус. Что это такое, мы узнали у представителя ОСАГО-24. Страховщики зачастую употребляют термин «класс страхователя». Если вы страхуетесь впервые, то ваш класс равен 3, а сам КБМ – единице. Далее за каждый безаварийный год вождения вы получаете по 5% скидки. То есть на второй год страхования ваш КБМ становится равен 0,95, а на третий – 0,9 и так далее. Максимальный порог – скидка 50% на ОСАГО, КБМ – 0,5. Чтобы достичь такого результата, необходимо на протяжении 10 лет не становиться виновником ДТП. Накопленную годами скидку можно запросто потерять, если в течение очередного страхового периода стать виновником ДТП. В Башкирии инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине, у которой начались схватки, как можно скорее добраться до роддома. Родственники роженицы поблагодарили сотрудников за оказанную помощь. Случай произошел утром 19 июля. Отличившимися инспекторами оказались капитан полиции Арат Батыршин и старший лейтенант полиции Игорь Фатун. В этот день они несли службу в первую смену на 43-м километре автодороги Уфа-Оренбург. На данном участке трассы полным ходом шел ремонт. Сотрудники заметили, что по встречной полосе на большой скорости движется Toyota Corolla. Когда автомобиль остановили, водитель объяснил полицейским, что в салоне находится жена, у которой начались схватки. Инспекторы ДПС незамедлительно приняли решение сопроводить семью с применением спецсигналов до участка, где дорога была свободна, после чего они самостоятельно уехали до больницы. В ходе рейда ГИБДД на трассе М5 Башкирии выявили 74 нарушителя. По информации Республиканской госавтоинспекции, рейд проходил на территории Иглинского района, а почти все нарушения – это выезд на встречную полосу. Выезд на встречную полосу является одним из наиболее серьезных правонарушений, ибо он ведет к наиболее тяжелым авариям. Именно поэтому такие рейды проводятся регулярно. На территории обслуживания отдельным батальоном проводятся ежедневно профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению правил дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, ГИБДД предупреждает вас о недопущении нарушений правил дорожного движения. Вас все ждут дома. В Башкортостане на региональных и межмуниципальных дорогах заменили более 3500 дорожных знаков. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Башкортостан ведутся работы по строительству, ремонту, реконструкции на 150 объектах. Планируется довести количество стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД до 527 единиц, а также ввести 3 пункта весогабаритного контроля. Кроме того, дорожники планируют уложить более сотни тысяч кубометров нового асфальта, заменить бордюры, обустроить пешеходные переходы, обновить знаки дорожного движения. В рамках проекта будет заменено и установлено более 600 новых дорожных знаков. Всего за 6 месяцев этого года на региональных и межмуниципальных дорогах заменили 3737 дорожных знаков, установили 2343. До конца года на дорогах регионального и межмуниципального значения будет установлено еще более 1400 дорожных знаков.
Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. На дороге зевать не стоит, иногда невнимательность может привести к печальным последствиям. Вот и нашему герою тоже не повезло. Объезжая машину, которая приготовилась к повороту, допустил столкновение. К счастью, обошлось без пострадавших. И до Башкортостана докатились инновационные технологии в ремонте дорог. Это видео пришло к нам из Стерлитамака. Здесь асфальт укладывают по совершенно космической технологии. Надеемся, инновационный асфальт прослужит очень долго. В Уфе неадекватный парень прыгал по крышам автомобиля. Его действия заснял один из очевидцев. Судя по видео, молодой человек был не один, а в компании. При этом, когда он забрался на одну из машин, он, видимо, возомнил себя степным орлом или каким-то стервятником. В социальных сетях на видео даже наложили соответствующую музыку. Пользователи интернета отметили, что бывает осеннее и весеннее обострение, а тут налицо летнее. Башавтотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Ищешь запчасти тебе в автосилу, и выбор большой, и по карману не било. Фото на сайте, 7 магазинов, Автосила Уфа. Тыкай в мобилу. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!